А в Госсовете Коми сегодня в преддверии очередной сессии прошло заседание комитетов. Депутаты обсудили грядущую повестку, приняли проекты постановлений и законов о назначении судей и местном самоуправлении. По двум вопросам народные избранники намерены обратиться на федеральный уровень. Первый – о единообразном подходе к начислению стажа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Депутаты добиваются того, чтобы стаж складывался при переезде из одной зоны в другую. Второй вопрос – об изменении принципа прохождения экологической экспертизы в Арктике, которая тормозит развитие Севера. Экспертиза очень сильно сдерживает развитие как сельского хозяйства, так и другого строительства. Мы уже по этому вопросу обращали внимание. Мы понимаем, что сейчас и нам с вами надо, уважаемые коллеги, внимательно посмотреть все законодательство, потому что нынешняя ситуация, нам для того, чтобы эффективность деятельности в нашей стране повысилась, надо в целом упрощать все возможные порядки, в том числе и порядок работы в арктической зоне. Тем временем комиссия по регламенту и депутатской этике порекомендовала лишить депутата от КПРФ Виктора Воробьева права выступать на 2 заседаниях Госсовета. Как сообщает пресс-служба парламента, мотивировали народные избранники это тем, что ранее Воробьев, цитата, дал неуважительную оценку деятельности депутатов-членов фракции «Единая Россия» в публикации в Телеграм. Затем выступил с критикой спецоперации на Украине, а потом был арестован за участие в несогласованной акции в Петербурге на 15 суток. Все это, как считают парламентарии, нарушает правила депутатской этики и дискредитирует законодательный орган. Председатель комиссии по депутатской этике Владимир Жариков сообщил, что действиям Виктора Воробьева даст оценку и прокуратура.